Всем привет! Несколько лет назад проект «Испытано на себе» посетил Ледовый дворец, где я тогда попыталась испытать на себе такой прекрасный вид спорта, как керлинг. Но сегодня в нашем городе с появлением новой локации спортивной, как ДЮСШ номер 10, появилась первая керлинг-дорожка, а соответственно возможностей у ребят появляется больше. Необходимо отметить, что керлинг входит в программу Олимпийских игр с 1998 года. И, возможно, именно здесь уже растут будущие олимпийские чемпионы. В чем же прелесть этого вида спорта, узнаем сегодня. И в этом мне поможет опытный тренер по данному виду спорта Степан. Степан, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите немножечко вообще о том, в чем же прелести и уникальность этой дорожки и какие возможности появляются у наших воспитанников. Ну, первое, это можно уже играть с утра до вечера, никто нам не мешает, мы сами себе хозяева. Прелесть игры в том, что там надо физику включить, то есть общая физическая подготовка, плюс интеллектуальная, и плюс, это как шашки говорят, да? Шашки и бильярд, потому что там надо все. То есть, если так сравнить, а я бы сказала, это какой-то, ну, для тех, кто вообще не знает, что такое керлинг, я бы, наверное, сравнила его с дартсом, только на льду. То есть, если вообще в целом рассказать, да, что же такое керлинг? Керлинг – это, в первую очередь, это командная игра, верно? Да. Дальше. То есть, какая цель и идея? Цель идеи попасть в центр круга. Да, мишени, да? Да, чей камень ближе будет, та команда выиграет. Хорошо. А в чем же тогда здесь надо думать? Ну, команде по 8 камней. Так, команде 4 человека по 2 броска. То есть итого 8. Итого 16 по 2 команде. И вот в этом случае надо попасть в центр. То есть мы теоретически можем продвинуть где-то, можем выбить чужой камень, да? Да. Можем где-то обойти его, да? Ну и, собственно, таким образом и есть... Получается такой эффект неожиданности, и поэтому зачастую, если есть возможность посмотреть хотя бы один выпуск, да, Олимпийских игр, и это очень зрелищно, потому что никогда не знаешь, что произойдет на льду, да? Хорошо, давайте поговорим все-таки, что необходимо для керлинга. Ну, во-первых, это дорожка, да? Да. Здесь она у нас под ногами. Под ногами уже готовая. Вы сами посмотрели, айсмейкер у нас подготовил лед уже с пеблом. Кстати, вот кто не понимает, что такое айсмейкер, айсмейкер – это человек, который подготавливает лед. Он опрыскивал здесь. Да, он не только опрыскивает, вон машина есть, он лед равняет. Ну, и а вот это опрыскивание, наоборот, нам добавило фактуры, да? Обратите внимание, у нас лед, он не гладкий. С пупырышками. Он с пупырышками, потому что это необходимо именно для керлинга, да? Да, чтобы во время трения камень ускоряется. Ага. Испытано на себе. Итак, каким должен быть лед, мы понимаем. Ну а теперь необходимо поговорить про инвентарь. Да? Вообще в керлинге, в принципе, да, это достаточно, я бы сказала, бюджетный вид спорта, потому что, в принципе, главное... Камень есть. Камень есть, Да. щетка есть и... Слайдер. Слайдер. Вот отсюда поподробнее. Что такое слайдер? Слайдер, он надевается на одну ногу, чтобы скользило на льду. Вот это? Да, специально вот пластмассовая, она как бы скользит. Так, и щетка, чтобы камень тереть. Ну, вот смотрите, щетка, кажется, что должна быть щеткой, но на самом деле это вот тряпочная основа, да? Да. А в профессиональном спорте? Ну, чуть другое чуть. Чуть-чуть другое. Это как бы тренировочный. Тренировочный. И необходимо отметить, что в профессиональном керлинге должны быть ботинки, да? Да, ботинки. То есть там одна ботинка скользит, другая ботинка не скользит. Вот так, да? 20 тысяч стоит примерно. Ботинки. Да, ну, а мы отделаемся вот таким слайдером, Да. потому что все-таки у нас побюджетный вариант. Ну и теперь необходимо поговорить о самом главном, это о камне. Если вы думаете, что это что-то такое легкое и простое, как футбольный мяч, на самом деле там все намного серьезнее, но это уже будет на льду. Ну и, кстати говоря, вот юные спортсмены сейчас готовятся тоже выйти на лед, потому что именно сегодня с ними в конце мы проведем небольшое соревнование, собственно, и посмотрим, чьи навыки у нас будут лучше, мои или уже опытных спортсменов. Все, идем на лед идем. Итак, я уже на радостях хотела
слайдер надеть там, но Степан сказал, это делать надо на льду, да? Ну а сейчас, конечно же, мы поговорили про то, что необходимо для этого вида спорта. Ну, конечно, о технике необходимо, наверное, поговорить чуть дольше, потому что вот здесь начинается все самое интересное. Теория, а практика, как всегда, важна. И с чего начнем? Так, сперва разминка суставная, чтобы травму не получить. Да. Ага, это обязательно. Ну, уже ребята сделали. Да, ну а я это делаю каждый день. Да, каждый день делайте. Да. Так, и надо, ну, первое это выпады делать. Ну, не на льду, а в сухом виде. Так, показываю. Параллельно стоим и вперед выдох. Так, у нас на уровне камень примерно такого уровня. Рука должна быть. И щетка. Потом обратно встаем. Выпадаю какой ногой вперед? Если я правша, Правша, тогда с левой ногой. левой ногой. Просто выпадаю, да, вот так? Выпад. А эта нога прямая должна быть или вот эта? Да, прямая, ага. Прямая? И тут вот так держу Да, что-то, и на уровне чуть-чуть ниже здесь камень будет. да? Вот так? Да, потом вы должны встать. Встать вот так? Нет, выпад. Едем и встаем. Выпад кинем И и встаем. встаем. Да. Ага. Вот, кстати говоря, вот здесь все ноги должны очень сильно прокачаться, да? Всё, Потому что всё, весь да. упор в ногах, товарищи. Это вот эти выпады, которые делают люди просто в спортивном зале во время тренировки. Здесь это в течение всего часа, да? Ну, в соревнованиях 2 часа обычно играют. 2 одну часа. партию. А мы, кстати, не отметили, с какого возраста ребята могут заниматься керлингом у нас в Якутске? Ну, 6 лет, то есть могут. с 6 лет? Могут, да, уже. Мгм. И есть ли у нас перспектива того, что у нас будет сборная Якутии по керлингу? Да, конечно. А девочки или мальчики больше посещают? Но сейчас мальчиков, девушек больше. мало, да, их двое только. Так что, девочки, если вдруг хотите Но заниматься женская керлингом, команда, это же отдельно тоже. Да. То есть обязательно. поэтому, девочки, вперед, дерзайте. Может быть, вы попадете в сборную Якутии по керлингу и будете соревноваться уже на региональном уровне. Итак, первое, это значит выпады. Ну, собственно, все. Да, выпады. Ну, выпады, если у вас получается, тогда уже можно на лед выйти. А если нет, тогда надо потренироваться. Да, еще можете задержать раз, то есть выпад сделали, да, ну, посоветую. Раз, не вставайте. А просто... Выпад сделали, и раз, два, три, 4 на статике держим, чтобы вы же до красной линии будете кататься, Ага. и потом встаем. И у вас там должно быть все четко. Да? Да. Итак, то есть надо задержаться в этом положении? Да, раз, два, 3, 4, 5, ну, в идеале 30 секунд должны стоять. Вот так. Помнится, несколько лет назад у меня получалось это гораздо проще, но года идут, собственно. Ну, надеюсь, что новая дорожка поможет сегодня быть более профессиональнее. Итак, пройдем на старт, да, уже? Ага, на старт. Пойдемте. Так, вот здесь чуть-чуть вот так сделаете. Как сделать? Ну, вот. Все, парни, заходим, не стесняемся. Только осторожно, да, как я учил вас. Сначала чуть-чуть уверенно ходите, потом уже выпады надо сделать. Так, слайдер надеваем. Да, надеваете. А он большой мне. Смотрите, Так, большой. не болтай, нормально. Я не... О, Осторожно, сейчас сами должны выйти. на одной ноге можно? Да. Сейчас сколько будет? Очень скользкий. Мамочки. Так. Так, ребята, садимся, показываем. Да, пока надо посмотреть наглядно, что будет Ага. происходить. Так, Чара, начни первый. Только здесь осторожно. Чара, садимся. Так. Так, у нас бедра должны быть прямые, да? Прямые. И четко поворачиваем, держим от середины, чуть-чуть, да. Потом, раз. И спина у нас должна быть параллельно с льдом. Параллельно, чуть таз подними. Чуть. Когда два, чуть назад отталкиваем ногу и прямо смотрим, где у нас домик. Ага. И 3. Ну, в идеале он не должен болтаться. Сейчас следующий. Так.
следующий мастер-класс, смотрим. Ну, ребята только почти, месяц ходят, поэтому... Сейчас, раз, два, три. Так, следующий. Итак, теперь я. Да, потом вы. Ага. Нет, я сейчас пытаюсь вспомнить, что сначала, значит, отталкиваюсь, ножку туда. Сейчас, вот, раз. Корпус поднимаю. Спина, да, два, ногу чуть назад. И три. Отталкиваюсь и пошел. Ну, бывает. Такое бывает. Бывает. Так, хорошо. Все. Нет, ну четвертый пускай закончит. Он первый раз пришел. Все, ладно. Он То есть, болел. так, Ага. подождите, теперь бы сообразить все это дело. Я встаю куда? Не, вот сюда. Нет, наоборот. Вот этой ногой. Вот эта нога рядом. Вот видите, я уже даже ноги перепутала. Так, что я делаю? Я кладу так. Щетку поворачивай. Да. Поворачиваю. Так, подождите, я этой ногой отталкиваюсь, а это позади тянется? Не, потом вперед толкать. И выпад делаете, вперед выпад. Щеткой. Координация здесь должна быть. Вот видите, я только что просмотрела все, что делали ребята, но в моей голове это не отложилось, потому что страх того, что можно упасть и травмироваться, он куда больше, нежели вот все, что нужно упорядочить в своей голове. Итак, Ага. ну покажите ко мне, как вы это делаете сами. Да, То вот Степан? садимся. Садимся, Ага. садимся. Берем со середины. Ага, Таз подняли. таз подняли, Чуть ниже. чуть ниже. Так, потом ногу чуть назад, два. Какую? Левую. Чуть назад. И прямо смотрим, где у нас домик. Ага, И вот этой ногой вперед выпад. ага, а это сзади остается, да? Вот это сзади остается. Вот это вперед. Вперед. Подождите, ну-ка еще раз покажите. Всё. Вы покажите мне. Так, Садимся. Раз. Чуть назад и два. ну вот еще одно снаряжение, одно из главных в керлинге, это вот этот снаряд. Этот камень весит порядка 19 с лишним килограммов, то есть это достаточно тяжелый, ну и, собственно, вы видите, что сделан он из камня, поэтому отсюда и такое название. И вот с ним также нужно совладать, с ним нужно правильно работать, ну а как изменить его траекторию и улучшить качество его движения, узнаем чуть позже. Можете щеткой параллельно вот так поставить. Ага. Это легкий, то есть удобно так. Или можете уже здесь поставить. Вот Ага. так. Так, камень держим с края. По сути, мы должны камень просто как вперед Толкнуть. отталкиваемся и поворачиваем. Либо против часовой, либо напротив. Ага. Ага. В этом суть. Он не должен просто катиться, он должен чуть-чуть с поворотом. В этом и суть. То есть, если мы крутим по часовой, тогда он чуть-чуть крутится. То есть он может, камень, который здесь напротив стоит далеко, да, он может чуть-чуть, Сбить его, да? не сбить, а наоборот Обойти его. обойти, да. В этом и... В этом вся фишка. Да. То есть просто вот так по прямой, как в боулинге, бросать не надо. Ну, да, по идее так не делают. Ага. Ага. Но могут просто, если у них цель Сбить камень прямо, да? Да, тогда не крутят. И вот А суть чуть-чуть докручивать и опускает. Не толкает камень сам, а опускает. Поэтому отсюда надо уже чуть сильнее оттолкнуться. то есть мы его толкать не должны, мы толкаем свое тело, корпус свой, да? А это идет по инерции как будто Да, бы, по инерции идет, мы опускаем и вот должны уже помочь наша команда. А вот здесь начинается вот это все самое интересное. Так, в этом и суть. Мы можем либо ускорить камень, либо, наоборот. Тормозить. Да, замедлить. Вот, кстати говоря, когда я смотрела там, значит, какие-то выступления ребят, да, по керлингу, все время удивлялась, думаю, что может сделать эта щетка? Ну вот что она может сделать? Ну вот они натирают, бегут, а на самом деле в этом вообще заключается Да. исход, да, вообще броска, потому что оказывается, щетки решают многое, да, но вот как это будет работать на деле, узнаем чуть позже. Ну, а в целом, вот смотрите, у нас же линия красная здесь, а наша мишень аж вон там, Да. то есть реально до туда камень доедет? Если сейчас я просто опущу, он не доедет чуть. Ага. А если чуть толкну, он точно доедет.
Ну, еще надо здесь чуть-чуть с пеблом поработать надо. Ну, сколько надо там. Пупырышек, да, больше? Да, 10 минут, 15 минут, там Ага. надо учесть все. Ну, это сделаем. А вообще вот стандартная... Ой, Ага. а вообще вот это вот... А вообще стандартная дистанция это сколько? 45 метров. 45 метров, да, вот этой дорожки. Это везде так? Да, везде. Ага. Ага. То есть это такой норматив определенный, да? Да, нормально. Так, ну что, посмотрим, как ребята делают. Опять же, смотрю на ребят, а потом повторяю за ними. Вчера, ребята, по очереди, давай. Камень не бросаем, просто едем и все, и обратно. Вчера перед собой держи-ка камень, перед собой. Но по идее им еще рано. Ну, они Так. тоже новички, но все равно. Да. Перед собой держишь камень, так, держи вот так, ага. И просто раз, два, прямо смотри, 3. Все. Следующий. Давай. Ай, бля, на мне, хэпта. Так, ага. Потом, почему камень не даем, да? Потому что у них нет равновесия, А, поэтому. А если у них нету, они свой вес на камень ставят. ну упираются на него, да? Да, поэтому. А по уму это надо выработать, да? Да, Равновесие. выработать. Вчера раз, два, 3. Отлично. Так, следующий. Ча, быстрее. Сразу. Следующий рядом стой тоже. Камень перед собой держите вот так. Камень перед собой. Локти чуть согнутые. Так. Так, щетку. Поворачивай щетку. Переверни ее. Переверни. Через раз, два, 3. Так, и такое бывает. Так, ага. Так, да, сядь ровно. Не так. Перед собой. Вот эту ногу перед собой, левую, да. Сядь ровно сначала. Так, раз, два, ногу назад чуть-чуть. И 3. О, первый раз. Первый раз, попробуй. да. Ага, щас. Так, ну я тоже Да. первый раз. Пойдемте. Ну, не совсем первый. Так, переворачиваем щетку. Так, то есть мы ее просто держим перед собой. Да, перед собой. Так, хорошо. И Мы... когда отталкиваетесь с левой ноги, Ага. одновременно должны с камнем выпад делать вперед. Так, сейчас назад камень, ногу назад чуть-чуть. Вот это? Ногу, да, левую ногу. И камень чуть-чуть тоже себе. И одновременно. Ну, не одновременно, совсем как-то криво. Чуть не задавила оператора. Знаете, это все очень увлекательно, дорогие друзья, потому что есть какой-то момент такого непонимания, что происходит, это раз. Есть момент спортивного интереса, это два, потому что хочется улучшить результат. А в-третьих, есть физическая нагрузка, потому что отталкивается туда-сюда, кататься вот так на ножках, это не каждому дано. Поэтому, в принципе, такой вид спорта, наверное, очень подойдет тем ребятам, которые действительно хотят улучшать результаты, которые стремятся все-таки дойти до той мишени, но и у которых есть хорошая такая физическая подготовка, потому что, ну, это дело не для слабеньких. Так, ну-ка еще раз пойдемте. Так, а теперь, подождите-ка, Сейчас можете опустить камень. отпустить его. Да. Испытано на себе. Поехали. Да. Все, снимай. Есть, попал. похоже. Почти. Не, не почти, точно попал. Попал? Точно попал, ага. Ну вот так, дорогие друзья, телезрители, должен выглядеть правильный бросок в керлинге.
вот с этой локации он должен уехать вон туда. Ну, конечно, мы не профессиональные спортсмены, мы не инструкторы, поэтому мы думаем, нам сделать поблажечку, мы подойдем чуть ближе к мишени и уже там попробуем разработать стратегию, которая тоже немаловажна, и, собственно, вот поработать щетками и показать вам еще один уровень мастерства в керлинге. Испытано на себе. Следующий этап моего испытания на сегодня – это узнать, как же работают щетки. То есть я вот до сих пор понять не могу, натирание щеткой тормозит движение камня или, наоборот, ускоряет. Но я думаю, скорее всего, ускоряет. Но, собственно, а когда нужно убирать ее и когда камень должен ускориться, непонятно. Поэтому сейчас мы вам все и покажем. Степан? Так. Камень. Так. Щетку возьми. Щетку возьми. Ага. Отсюда толкай чуть-чуть камень. Он типа летит, да? Типа. Только чуть-чуть толкай. Ага. Просто прямо толкай. Отсюда. Ага. Прямо толкай. Типа, только медленно, медленно. Камень летит. С края берем и начинаем тереть. В это время камень ускоряется. С этой стороны у нас капитан говорит, свип, это означает, надо работать. Натирай, типа, да? Да, натирать. И если достаточно, стоп, говорит. Тогда уже камень ускорение взял и доезжай куда надо. Вот так. Так, ну, получается, бросает только один человек в команде? 4. 4 человека Да. бросает. Сначала бросает, ну, обычно так делают. Капитан последний бросает, потом вице-капитан, это, предпоследний, и первая, вторая, ну, такая, чуть слабее говорят. Ну, обычно так говорят. Ну, допустим, если у нас сейчас будет команда, вот как раз у нас, да, 4 человека есть. Да. И, значит, и вот у нас мишень. То есть самое главное попасть вот сюда. Да, вот самый центр. Да. А вот это уже похуже, это вообще не считается, да? Да. Все хорошо. Даже может быть, да, может быть такое, что здесь может быть такое, что здесь даже 5-6 синих камней и один красный центр. Тогда красный, который ближе к центру, обножку. Но это уже такие нюансы, которые могут понимать только профессионалы. Ну вот, допустим, мы сейчас команда. Значит, а если я захочу изменить траекторию, вот, допустим, идет камень прямо, а мне нужно ему вот так, чтобы он обошел другой камень и пошел дальше. Не, так. Так не получится? Так, нет. Нет, смотри. Щетка только может ускорить, и все. Да, все, просто ускорить. То есть мы изначально отсюда, с домика, уже поворачиваем камень. Либо против часовой, либо по часовой. Да. И там уже человек стоит, он подсказывает, крутись с правой стороны. Ну, обычно так. Так делают, стоит. Ты уже побежала. Да, давай, вот. давай, быстрее, И быстрее. оттуда он смотрит, отсюда ты не видишь, а человек стоит твой, по команде человек. Да, напарник. Он направляет где, как надо. И ты отправляешь камень, а двое начинают работать. Натирать, да? Да. Итак, ну сейчас мы покажем, как нужно работать в команде. Ну, напоминаю, что команда новичков, тех ребят, которые только начинают заниматься этим видом спорта, ну и, собственно, и я. Ну, а для себя я отметила еще один плюс занятия керлингом – это закалка, потому что находиться в такой прохладной атмосфере – это, конечно, очень полезно для нас, для жителей Якутии. Болеть не будут ваши дети однозначно, если вот посещать такие тренировки. Так. Я уже подмерзла, но ребята, которые занимаются этим постоянно, мне кажется, им только в пользу вот такая прохладная обстановочка. Ну что, мы готовы, поехали. Так, давайте просто можете слайды снять, да? И сидя просто толкать. Просто так Да, пока, да? потому что ну, это издалека уже трудно будет, Да, надо да, да. потренировать.
Все Короче, снимаем меняем слайдеры. правила игры. Да, меняем просто отсюда. Стараемся в центр попасть. Хотя бы так, да? Да, хотя бы так. Давайте. Чтобы появился некий азарт, правильно Да. же? Слайдер снимаем. Мальчики, Всё, снимаем слайды. Подходим быстрее сюда все. Как раз 3 на 3. Да. А, хорошо. 3 на 3, да. Да, 3 на 3. Ага. Сейчас. Без разницы, кто как. Да. Ко мне двое. Вот команда тренеров, а вот мы с вами, мальчики. Так, ну обычно так делают. Кто начинает, напротив, встаньте. Мы начинаем? Не, напротив на меня. А, встаньте. смотрю И на вас, обычно ага. вот так делает. У кого стрелка, та команда начинает. А, крутим, вертим. Да, крутим, Кручу, вертим. верчу, запутать хочу. Да. Так, и вы начинаете. Да, мы начинаем. Ага. Отлично. Все, щетку убираем тоже. Убираем щетки. Первый этап это просто хотя бы попасть, да? Да, попасть, ага. Давайте я начну тогда. Да. Ага. Потом по очереди. Хорошо. Стараемся центр, сильно не кидаем, да? Поэтому чуть-чуть. Опля. Все, вот сильно кинул, и он почти вышел. Так. Да. Ага. Сейчас начинаем. Я быстрее, пошла. Ага. Быстрее, 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 быстрее. Так, отсюда. Ага. И чуть-чуть прокручивать надо, да? Да, ну чуть-чуть. Чувствуете? Пока ничего не чувствую, чувствую, что он тяжелый. Итак, ну посмотрим. Давай, 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 давай. Хотя бы доедь туда, пожалуйста, 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 пожалуйста. Все, ага. Синяя. Пока Давай. что мы с тренером 1-1 как будто бы. Так. Сейчас можешь сбить камень. этот. Мой выбить, да? Да, сейчас можешь, ага. А вот А, не доедет. Ага. Хотели что проехали. Так, хорошо. Пошел, 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 пошел. Сейчас давай. Так. Отсюда. А что можно вот отсюда начинать? Оттуда по линии Нет, можно? по центру ты По должен. центру надо, да? Нет, это красный их. Отсюда. Да. Так. Докрути вот так, с этой стороны чуть-чуть. Да. Но не попадает здесь только. Там в центр красный должен попасть. Ну все, давай, старайся тогда. Сильнее не надо только. Так. Чуть-чуть. Оп, пошел, 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 Молодец. пошел, пошел, пошел. Молодец. О! Почти зашел, да? Все, последний кто? Я, да, или ты? А, Ты? нет. Так, ну что? Центр должен попасть или вон тот камень, который он кинул. Сбей, либо... Ну-ка. То вот здесь и проявляются навыки стратегии, мышления, логики, потому что действительно нужно подумать, какой бросок сделать, чтобы... Нет! И итог какой? Вы лучше, чем мы. Ближе в центре. Все. Так, Ну, давай еще раз. Давайте. Так, осторожно. Ловите, мальчики. По нулям или что? Давай. Ну, 1-0 пока. Ага. Так, центр, старайся, центр. А за линией надо или перед линией? Ну, Без разницы. чуть-чуть вот так. Давай. Все. Ну, пошел. Опа. Все. Сильно. Следующий, давай. Парни. Бери. Ну, ты должен попасть в центр. Это сильно. Давай. Не дошел. Не Мало. дошел. Ага. Так. Следующий. Готовься. Так, докрути с левой стороны. По часовой докрути. Сейчас. Так. Сейчас просто сбей их. Просто сбей, Сбей, и, ага. и они туда покатятся все. Нет, чтобы пространство нам было. А. Мне, блин, сая кюшка. Вообще, видишь, посередине, между ними, чтобы двоих сразу сбил. От Вообще, них избавиться надо, да, да? прямо сильнее кидать просто. Сильнее. Раз, два, три. Прямо Пошел. сильнее. Избавляемся от ненужного. Ой! Я же сказал, Мамочки. Так, и теперь что? А теперь нам нужно обойти это все дело, да? ага. Как-то нужно крутануть так, чтобы туда ушло. А такое реально?
Ну, оттуда реально. Оттуда реально, да? А здесь маленькая траектория Ну, движения, да? сейчас я могу там чуть-чуть попасть, конечно. Вот. Ага. Вот все, отсюда, да. Чуть-чуть ближе. Сейчас Так. вам. А я что должна сделать? Здесь, мне кажется, безвыходная ситуация. Сейчас вы можете по часовой, Вот так? да, только держи вот так. И да, так. Чуть-чуть докручиваешь, прямо сбиваешь, это ваша камень. Ага. Он прямо пойдет там. Только не сильно. Не сильно. Чуть-чуть. Чувствуй. Мимо! Испытано на себе. Так, там остаемся. И перед камнем терем. Только двое, не надо 4. 2 на 2. 2 на 2. Что, просто так делаю? Ага, вот отсюда упирайся. Ага. Стоп. И старайся, как есть сил, просто толкай. Разбегаться не надо, да? Ну, можешь, да, до Чуть-чуть красной. можно? Да, можно Так, ну разбегаться. что, готовы? Раз, два, Вот три. так держите. Всё, толкай. Терен, не мешайте друг другу. Что такое, да? Натирай. До конца. Сейчас, еще раз. Еще раз. Ну, Да, с края уберите камень. Стоп. Так, парни, смотрите, как я делаю. Тара, сильнее. Да. Можешь до Раз, красной два, три. линии добежать. Сильнее. Чуть слабо. Я смогла забросить только на Чуть-чуть. половину дистанции. Половина пути только. Вы представляете, сколько сил нужно и техники, чтобы добросить вот по правилам до конца, чтобы попасть в мишень. Но это профессионализм нужен, да? Профессионализм и командная работа. Испытано на себе. Вот таким увлекательным было наше путешествие в мир керлинга. Степан, большое спасибо. Ну а вам, дорогие друзья, я напоминаю о том, что секция керлинга работает на базе детско-юношеской спортивной школы номер 10 в микрорайоне Звездном. И у нас еще есть места для подростков. Ну а взрослые могут также попробовать себя. Может быть, это будет вашим увлечением. Но самое главное, Степан, да, что нужно сделать? Нужно себя протестировать дома, друзья. Да. Так, выпад делаем, показываем. Так, и встаем, да. Если вы можете сделать что-то подобное дома, да? Да, выпады. Ага. И что еще должны, что мы делать должны? Выпады еще. И еще выпад сделай. Сделай выпад. Вперед. Так, раз, два. На время, да. Ага. Так, ну, Сколько секунд должен так простоять? 10 хватит. 10 секунд. Ага, и встаем. Вот, если вы имеете подобные навыки, дорогие друзья, то секция керлинга открыта для вас. Девочки, мальчики, неважно кто, приходите, занимайтесь, потому что спорт, как ни крути, он во всех вариациях хорош. Степан, ну мы желаем керлингу дальнейшего развития. Спасибо вам. Вам хороших воспитанников. Ну и, конечно, мы надеемся на то, что в скором времени про республику Саха-Якутия узнают как минимум на Дальневосточном федеральном округе, да, в дальневосточных соревнованиях, ну и потом уже на всероссийских. На этом у нас все. Занимайтесь спортом. Керлинг испытано на себе. До новых встреч. Пока.